21 ноября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,45 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,21 до 10,05 сомони, 1 евро от 10,45 до 10,39 сомони, 1 российский рубль от 0,1635 до 0,1650 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром несколько поднимаются после больших колебаний на предыдущей торговой сессии. Цена на нефть марки Brent составила $87.87 за баррель, марки ВТИ $80.33 за баррель. Стоимость золота во вторник утром поднимается после снижения накануне на 0,8% и составляет $1746.05 за тройскую унцию. По оперативным данным Минсельхоза Таджикистана на 18 ноября собрано 821 тысяча тонн картофеля, что на 185 181 тонну больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще в сентябре ведомство заявляло, что производство этого продукта в стране снизилось. Однако теперь там утверждают, что страна в силах обеспечить потребности населения. По данным же агентства по статистике, по состоянию на 1 ноября текущего года в семихозяйственно собрано 939 342 тонны картофеля, что на 1930 тонн больше, чем за этот же период прошлого года. Как отметил пресс-секретарь Минсельхоза Лоик Туйчизода, в целом в 2021 году урожай по республике составил 1 миллион 60 тысяч тонн, а в этом году ожидается на уровне 1 миллион 108 тысяч тонн. По статистике, для каждого жителя Таджикистана должно быть заготовлено 92 килограмма картофеля в год, и, по словам Лоика Туйчизода, Таджикистан в состоянии обеспечить потребности населения в картофеле. Как считают некоторые эксперты отрасли, в реальности же объем потребления картофеля в республике одним человеком в год оценивается в пределах 120 килограммов. Таким образом, общая потребность республики в этом виде продукта может составлять до 1 миллиона 300 тысяч тонн. Средняя розничная цена одного картофеля в Душанбе составляет 5-6 сомони, в Худжанде 4, в Раште 3,5, в Бахтаре 5, в Хароге 6 сомони. Стоимость сжиженного газа в Таджикистане после резкого роста в начале текущего месяца продолжает снижаться. Цена на этот вид топлива в Душанбе сегодня составляет от 6 сомони 20 дирхамов до 6 сомони 40 дирхамов, а неделю назад литр стоил 6,8 сомони. На некоторых заправках столицы и районов республиканского подчинения встречается сжиженный газ и за 6 сомони 10 дирхамов за литр. А АЗС города Худжан предлагает 1 литр сжиженного газа по цене 5 сомони 90 дирхамов до 6 сомони. В середине ноября его стоимость на севере составляла 6 сомони 60 дирхамов, 6 сомони 70 дирхамов. На АЗС этого города также снизила стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-95, сообщает об этом sugnews.com. Литр бензина АИ-92 продается по цене 8 сомони 40 дирхамов, тогда как в середине месяца цена составляла 8 сомони 90 дирхамов. Цена на бензин марки АИ-95 указана в 8 сомони 80 дирхамов. Несколькими днями ранее он продавался по цене 9,60 сомони. В Таджикистане выросло производство курятины и яиц, как и цены на них. По данным сельскохозяйственного сектора страны, с начала этого года в республике произведено более 33,2 тысяч тонн мяса. Этот показатель на 7,4% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. В частности, увеличение производства мяса птицы наблюдается в Согде на 1,3%. В Сагдийской области в указанный период произведено свыше 12,7 тысяч тонн птичьего мяса. Этот показатель в Хатлунской области составил 19,2% или более 9700 тонн. По данным источника, за этот период также увеличилось производство яиц. Произведено более 902,7 миллиона штук яиц, что на 21,1% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Несмотря на увеличение производства птичьего мяса и яиц, цены на них в последнее время выросли. Теперь одно яйцо продается от 1 сомони 60 дирхамов до 1 сомони 70 дирхамов, а один большой лоток можно приобрести за 48,51 сомони.
Делегация Казахстана и России на форуме межрегионального сотрудничества 28 ноября в Оренбурге обсудит вопросы тарифов на транзит российского зерна через территорию республику. Об этом сообщил заместитель премьер-министра, министра торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин. Газета «Ведомости» 14 ноября писала, что РЖД предлагает Казахстану снизить тариф на перевозку продукции агропрома, включая зерно, по территории республики. В статье приводятся слова вице-президента Российского зернового союза Александра Карбута о том, что в нынешних условиях, когда поставки зерна из Российской Федерации осложнены санкциями, везти продукцию через Казахстан невыгодно. Также, по его словам, у Казахстана сейчас есть конкурентные преимущества, позволяющие ему перепродавать российское зерно. 28 ноября будет большой межрегиональный форум в Оренбурге, который будет вести два президента. Российская сторона попросила о переговорах. «Будем разговаривать, здесь необходимо баланс интересов находить», сказал Жумангарин журналистам в кулуарах правительства во вторник, добавив, что российскую делегацию на торговых переговорах будет возглавлять вице-премьер Алексей Аверчук. При этом, по словам Жумангарина, казахстанская сторона на переговорах будет в первую очередь ориентироваться на интересы отечественной железной дороги. Если нам это будет невыгодно, естественно, мы не будем этого делать. Железная дорога – это тоже хозяйствующий субъект, на транзите она зарабатывает. За счет этого содержатся внутренние перевозки наши, в том числе пассажирские перевозки, сказал он. Национальная железная компания «Казахстан Темиржолы» 15 ноября заявила, что тарифы на транзитные перевозки продукции российского агропромышленного комплекса по территории Казахстана последние 4 года остаются неизменными, а физические объемы транзита зерна растут. По данным компании, объем перевозок зерна из России транзитом по территории Казахстана за 10 месяцев 2022 года вырос на 24% по сравнению с 2021 годом.